новостей в студии Луиза Хатуева. И вот чем запомнился уходящий день. Социальные услуги стали еще доступнее. В новом здании мы создали все условия, как и для работников, так и для пенсионеров. В Гудермесе открылся филиал пенсионного фонда. Расширение службы помощи семье и детям. В Шатуйском районе заработал новый корпус реабилитационного центра. Мечеть «Сердце Чечни» возможно украсит купюру российской валюты. Для меня это было бы гордостью. Я считаю, что обязательно наша мечеть все-таки должна рисоваться этой купюрой. Специальное голосование проводит Центробанк. Подготовка к главному празднику мусульман. Закупаемся. Мясное, овощи, фрукты, ну, естественно, кондитерская. В какую сумму обойдется праздничный стол? В Гудермесском районе после капитальной реконструкции заработало управление пенсионного фонда. Здесь созданы все необходимые условия для соцработников и посетителей. Установлено оборудование, которое позволит вывести обслуживание клиентов на новый уровень. Также объект позволил создать и новые рабочие места. На торжественную церемонию открытия прибыл глава республики. Здание управления Пенсионного фонда России площадью 1300 квадратных метров в Гудермесе возвели в кратчайшие сроки. На торжественную церемонию прибыл глава республики вместе со своими соратниками. Насколько возможности условия создавать يكون حالها برد كبير ويكون سليدو شيء دونه رسي دونه كل حاجة كده سيجار دونه سيجار سوات كبير دونه وعند دونه بلق دونه بيرسون فون دكتور الروج أنا سام ده دونه زاني حالك اللي بيجي في الجماعة عند دونه جيب شلون وفكر ده لا دونه كيبور بتشوفني كده دونه بقى جيب شوي دونه طيب وانا عباش جيب شيء دونه نعرف دونه دي نعرف بود أكا ويت دونه دائما نعرف جيب شيء الذي يشتاق عمل عايش دونه مول بطنية يعني دونه شيء يقول متناع ولا بوشوا حبيبي يوغي تيار شيء الخلق وناح بيمشي نا عرب والبيمشي اللي هذا يربع عنده شوينا لا كنا يوم نشوفه يمشي عنده عامل على الأدلسة ده فوق استمر وقع بعيد أنا فوق خدعي وده اللي خوش هذا الشيء تقول إخاف وشاد وانا دحر ده بيمشي ده بيمشي تاعنا بيمشي على وانا شايف وصل وشيو لكن هذا وانا صوت على بيخش على هيك على جورا دو نعم خزم زاني شلون زاني خزم خشوات ديك سؤال ونتك بارك مصر أو يدون سري وكذا يدون دام وعدونا فوق حباك الجاني دونا شارك جدونا بينسون يكون ده غير قبل السنة خلاص كل عم بشابش كم بارك نوصل وشيو هزاني دون حير بعض أقول تحكي خزات دون ده قاعد بيركض يقول ما عم يسمع له ده كباك الجان دونا بقى لا بقى دوش تاي دوك يسلون بالله أكتر بيلا أكتر خليك دونا هو قاعد دونا Lukovic dona, upravljeni dona, penzionnog fonda Rahega, Waze dona, da molaki da dona, stoka ga doći do Waze dona, trka dona, Daniš, Vela Mekšešu, dakle, sportivni, napravljeni dona, da ušu da mola dona, da nam dok koji dona, tada je dinoš dona, ilo dinoš, tada nam dinoš dona, kada bo hada djedom velike hrvatski izvoj, da bud zaboš kise da izvoj dona, da tako je za tvoj Balkan. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мохмад Эмин Ахмадов в свою очередь выразил слова благодарности главе республики за внимание к их работе. Здесь же Рамзан Кадыров вручил денежные премии от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова двум работникам пенсионного фонда, после чего прошла церемония разрезания красной ленточки.
Теперь здание управления пенсионного фонда оснащено современным оборудованием, которое позволит вывести обслуживание клиента на новый уровень. Внедрена система электронной очереди Next. Она значительно упростит процесс ожидания. Рамзан Кадыров убедился в этом лично, а заодно поговорил с очередной счастливой обладательницей сертификата на материнский капитал. Рамзан Кадыров также пообщался с пенсионерами, которые смогли получить пенсии до конца священного месяца Рамадан. Рабочие места оснащены новой техникой, что значительно упрощает работу клиентской службы. Мы создали все условия, как и для работников, так и для пенсионеров наших. Все условия созданы для комфортной работы. Это все благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, за что мы все благодарны ему. В соответствии с государственной программой «Доступная среда» здание оснащено пандусами для людей с ограниченными возможностями. Также имеется уголок матери и ребенка. Сегодня персонал пенсионного фонда официально приступил к работе. Из Наурз Заурбекова, Адам Чекуев и Алаш Аздамиров. Новости. В скором времени в предгорном селе Автуры появится оздоровительный центр для детей. На торжественную церемонию закладки капсулы на месте будущего строительства прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров. Располагаться детский лагерь будет в живописном месте на берегу реки Хулхулау на территории общей площадью в 4 гектара. В нем смогут отдыхать и лечиться дети от 6 до 15 лет. Размещать детей будут в двухэтажных домах из бруса. Отдельные корпуса предусмотрены и для воспитателей. Для закладки капсулы не стал помехой даже проливной дождь. Право заложить послание будущим поколениям предоставили главе региона. Также ему показали стенды, на которых изображен проект детского лагеря. Помимо открытых бассейнов, планируется строительство открытых спортивных площадок для футбола, волейбола, баскетбола, библиотеки, медкорпуса и компьютерного зала. А чистый горный воздух поспособствует быстрой акклиматизации и восстановлению жизненных сил детей. Лагерь Юдона, Келли, Илюшдона, оздоровительный дом, условия шуш. Окадона, Алгахилла, Хилладона, Делахатабадона, Абакинчинадона, Саигишин Халатса, Укитюалдик Мечкадона, Акашин Luludona, Noshi, Roman Yadona, Ken Lilo Mega Dumech, Shin Lulu, ideology Luludona, Akwe Noshi Bobotmojada, Akashay Day, Busku, the Hotmojada, Day Don, Buskalato Botna. ساعات عاقل إنه بيناقش أمر إيجادنا جلح دعاء متعدي نقبع عند شوي دعانا ويخلق فرق تاعنا ويخلق داخل نقبعنا ولا عن سنة سي دعانا خلق يخطى حتى وعب بيننا سندل دعانا ويتغنى سلغن تعيل نوي تغن كلمة زلجي فيها شوي سوق عايير دا مولا دعانا داخل دعانا غير داخل دعانا نيحتاج خزر قوي ويدوق دعانا إبو وين أعمد عجبيتنا بوميا إبو دعانا دين إدو غازو دعانا داكي بيش دون دين عامل بيش دين ديال ليتر دون ياك ادمن دون ريوشن ودر نا وصل در دون از دون دوق غادر دون دا مولا دون وي هو مكة ملخ ميتشوي انا قلت دون انا دي ويت اوم دا بس وي داخل دون خل بيش تاد داول دوي دون ما ده ليز دون هذا كومبلكس دون دون دش بيا دون ياك هذا دون با دون اعتادت لك أكثر من دون عشي مبسوط دون رجيون شيء برنامج شفتي قاعد بقول هذي شيء هلا كويس كده ياك هي قاعد يصير الرفيع يزدون لك الأرض بقى مقلع تدل دونه ده مقلع دونه ويرجع شوريني ويهدعي ولا ديو دائما نوقع بيري سمو قاعد بير دون داخل عرض دون تكيد وشكل دون كيف هو ده لا تبغى مسير دون. Рамзан Кадыров прошел процедуру регистрации в избиркоме, подтвердив тем самым свою готовность баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах на пост главы Чеченской Республики. Напомню, что кандидаты на должность главы Чечни должны успеть подать документы на регистрацию в избирательную комиссию не позднее 18 часов 3 июля.
Рамзан Кадыров выразил уверенность, что предстоящие выборы пройдут максимально прозрачно и принять участие в них сможет любой желающий быть полезным своей республике и народу. Ook weer goed aan, kort de wibber dan, democratisch geleerd wibber dan. Als je werk gedaan, всех кто dan, хочет dan, стать главой республики, dan, когда dan верит в себя, dan, свою перспективу, dan, в том, что он может трудиться во благо республики, народа, он должен баллотироваться, так, абсолютно dan, прозрачность должна быть в республике до выборов. Так, мы всех приглашаем, западных, европейских, всех наблюдательные советы, комиссии, которые присутствуют в мировом сообществе, чтобы они приехали в республику, посмотрели, провели обследование, насколько мы проводим демократичные выборы, и как у нас будут проходить и выборы главы республики, парламента, депутатов Государственного Думы, муниципалитета. Все, что есть у нас, мы для всех открыты. Поэтому я вас прошу, чтобы вы провели честно, добросовестно, чтобы люди могли участвовать. Люди были уверены в том, что они, если за них будет голосовать народ, что они могут и стать главой, и депутатом. Да, спасибо вам, Рамзан Ахматович, еще раз за вашу политическую активность, за вашу открытость, гласность. Я думаю, что мы в республике обязательно проведем очень самые такие на заглядение другим субъектам выборы. Я уверен, что мы проведем самые открытые, прозрачные демократические выборы во всем мире, во все времена, во всей истории мирового сообщества. Более 200 человек, среди которых сироты и семьи погибших правоохранителей, были приглашены Рамзаном Кадыровым на коллективный ифтар в Гранд-холл Фирдаус. Здесь же 60 детей-сирот стали счастливыми обладателями собственного жилья. Документы и ключи от квартиры им вручил глава Чечни. Кроме этого, 157 семьям погибших правоохранителей и 3 вдовам ветеранов Великой Отечественной войны были переданы сертификаты на улучшение жилищных условий. Вручается сертификат вдовам ветеранам Великой Отечественной войны Хасиевой Базират Рабраиловой, Селимовой Табаре Венесултановне,
نيسيا ونيا وصلين نقص قوم ثلاثة نقص ونيا أهي ونيا واحد ونيا ولا استيشون هذا هو ويدار استيقظي ويكان استيقظي ويوسع مقصدي لو أنا كيف لو عشرة يحتم ما شو وما ما هي بلوه ده المقلة لو أنا هو ده شو بلوه ده شو كيش بلوه هرماش بلوه ده إسلام بلوه. Собравшиеся выразили слова благодарности Рамзану Кадырову за оказываемую помощь. Отметим, подобные акции в Чечне проводятся регулярно. Помимо материнской поддержки, сиротам и семьям погибших правоохранителей со стороны руководства региона оказывается медицинская и социальная помощь. Рамзан Ахмадович. 75 раз. Он загинул докум докар. Бел сэр доэл везенде. Рез хой везенде. Бел траестан док. Бел хости якос президент. Тинейна везенде. Массер да рез хой шун везенде. Сегодня я очень горда за своего отца, за маму, что вы все самый первый, что наш президент оказал такое внимание, что вот это все такое торжество, что вот это мы можем, это нам делают. Я очень горда. Вересхил и да дуквагвали. Вы президент вагвали. Масуч аварт ату бештун годеш тунчо вукпешук из тосандеш дуккадер далат тхоц адитстин тхоц дитин да цанухумант я дел резхил цун везендел да дуквагвали. В Шатайском районе состоялось открытие нового корпуса реабилитационного центра помощи семье и детям. Здесь созданы все необходимые условия для пациентов, и теперь местным жителям не придется выезжать за пределы населенного пункта для получения квалифицированной помощи. Напомню, что расширение территории социального корпуса начали в феврале текущего года по поручению Рамзана Кадырова, так как объект обслуживал сразу 3 района. На церемонии открытия побывала и Седа Сапарова. Пока взрослые заняты последними приготовлениями к открытию дополнительного корпуса социального центра помощи, его воспитанники репетируют свой танец, с которым и будут встречать Рамзана Кадырова. Всего несколько минут, и главу региона снова, как и несколько месяцев назад, здесь встречают аплодисментами. Обращаясь к собравшимся, глава Чечни отметил, главная задача руководства региона сегодня – защита социально незащищенных слоев населения. Поэтому открытие и реконструкция таких центров – очередное доказательство того, что государство заботится о своих гражданах. شو تايوانيا وما قعدونا دوقو زين شكل شو بيها وشوبا خصم شاجان خصمش لك ماج دعد يا الاسطوانه بوك بوخ بنا هو حوبوش نيا دانا الكلب لم بو لك شو تا مصري ونشكا ويدونا يلا دانا ابني داخل تاع بيتو قبل قبل دوش دار مولع وين دار خان دان وين دار فول بلا افتغن هو خربوخ هند ويش بعج هاد بول دانا كان داخل لخ ديش أعوار وشينا شكولي والدين دا شكول أخلشي دانا بير دان شكول جينا خلط أتو بوش خلط بير ديش شو شكول أقريت لخ ديش شكول شادري جولخش دانا بير دانا شيء دان شو نانو يخل دان عشبولش ناخد عدل لتسار إيش كيت وخي وريح خي أديش سار وين داكر نيس نيت أنا وستي خلق دان وين أجري حلقة وين نيت وين روح دانا مخكنا ويقومنا إيش نيس نيت أكيد ورقي دوق دانا دوسلو دوق دوي هون أجي بس بتن برفض دوز لقيتن ظلم لك سنخ دانا بالا خل هيقل سيقية تمسي دانا دولة دشكين دوسلو دوز لق سنخ وين دان بيد خل دار مقلع دانا مصو ومخك يقول شو الجوار دانا كان يخشيخ بالا تبي ظلم تدشخير دو أدوك بيش دوي دار هون بعن خواتين دانا نقدر دو أصير دار يعبر كتير. После гости ознакомились с новыми условиями реабилитации детей, где помимо новых площадей и интерактивных площадок будет использоваться и новейшее оборудование. Жалоб дала
Digdala, bon sočova dohočo kak dada kušta, može bahtac evo bilo žuiđete, že još masodetski учреждения, царь, отзыв, еги, отзыв, хауси. Спальный блок на 60 мест, бассейн, спортивный и актовый залы. Это не полный перечень того, что теперь появилось у воспитанников социального центра. С самыми спортивными из них глава региона пообщался лично и даже показал пару приемов. Что, блядь, валяешь? А вот так вот. Мы любим спорт, вот, знаешь. Мы он борьба, бокс, бои без правил. Давай. Asmir, tu ходи да. Молодец. تعال فاول. ريز وش يجعل؟ ها؟ أبوكش يجي دخاني؟ تقدرين؟ لازم تطلع كذا. تعال تعال. Здесь же министр труда и социального развития презентовал главе региона сразу несколько макетов оздоровительных лагерей и реабилитационных комплексов. Так, например, на 2017 год запланировано открытие круглогодичного оздоровительного комплекса в Шалинском районе, рассчитанного на 500 мест, а также нескольких детских лагерей. Кроме того, министр рассказал и о предстоящем строительстве реабилитационного центра для детей, страдающих аутизмом, и гериатрического центра на 100 мест для оказания стационарной и консультативно-диагностической помощи населению пожилого возраста. Gerontologiski центр эле юлашиза, но вы макаты, что аутизм, юлбеши, царна, вы реабилитационный центр отдельно есть, уж постоянно тягахал бешку, дневное пребывание, проблемы, царна отдельно кячаш, Москва цени, вот баш уже согласованы, чактала. А дичь дикнешна, он цанца бешен, придет бац, сон, ночью та ала сахапун, ал бахкалфун, ал диквалфа, ер центр. شو توش ميشتا دينا دارت أستيبن يرخيجو ألو أبيرش نتاع يبقى الله تكون خيجو شو تخوجا إشت عينتو دولشتوي بوخشين سرخيات تأخذ شو تكون حوار أشي بس حال حباه كنيشة إرمزان أحماش تكون غروي تكون بيشت إشت غروي بوخشتو بالخا أتصدق يش أنا توا أوديل كلامة دول ديل خمس هما وندل قصوة قلت لي والله يلا بسم الله الرحمن الرحيم تعال ولا ديال خويا Своих первых воспитанников Шатойский социальный центр помощи семье и детям принял 9 лет назад, в 2007-м. Все эти годы центр обслуживает сразу 3 района – и Тумкалинский, Шатойский и Шаройский. Поэтому расширение площади было необходимым условием для его полноценного функционирования. Не то, что дети рады, даже жители этих 3 районов радуются этому центру. Мы даже не мечтали о таком центре. Здесь они получают помощь психолога, воспитателей. Здесь, значит, медицинская помощь. Они проходят полный курс реабилитации. На базе полустационара одновременно здесь могут проходить реабилитацию 90 детей от 3 до 18 лет. В зависимости от возраста воспитанники разделены на 9 групп. Кроме этого, в центре преподают арабский язык. Школьная программа и кузов проходить, отставать шар, индивидуально заниматься добеж сани, куча старший школьник шагду, тани баст хаз бест хаз тани аям школ ца проблемы, шун цахил вошах кеч хаз ца воши ца хагам, хаз бест лозуш хаз вошах кеч. Помимо дополнительного корпуса была благоустроена и прилегающая территория. Появилась игровая и спортивные площадки, зона отдыха с летними домиками, фонтаны и сад. Реконструкция центра началась после его посещения Рамзаном Кадыровым в феврале этого года. Тогда глава Чечни дал поручение не только построить новый корпус, но и отремонтировать уже функционирующий. Кадыров лично регулярно инспектировал стройплощадку, контролируя процесс. И пусть главный подарок воспитанникам и сотрудникам центра уже сделан, глава Чечни приехал не с пустыми руками. Каждый ребенок сегодня получил свой велосипед и теперь уже любимую игрушку.
Сразу после глава региона с инспекцией посетил участок дороги на трассе Шато и Тумкали. Здесь в результате исхода оползня селевым потоком был заблокирован участок дороги. Расчистка продолжается уже около месяца, однако существенных результатов в борьбе с природными условиями пока достичь не удалось. Сейчас жители района вынуждены передвигаться в объезд через село Варанды. هرمت شيء شو يهوش لا تريس وسلون حل وأنا غاش حل المترو تريس اللقاء حل مترو دوات شو يقارجلين اليوم مت شو دوش كده يخي يهوش حلاد هو ده له إستوى هذيك شو حد يزين شيء أول كمان وخان يزري أنت دي أرز وقع هو قيق وقتنا سودة وقوهن تايق مكسلون هو كنا هيك نجيهم يتوتل شو تتنا انت وهو تقول سمعت تجيو مثال مش سيرنات انت وانا حلايا انا هو اتسجلنا في اديها ورن دي اتشو حلا نقو دقدك نقو فوق كيلومتر برازي ساعات يبربيت بنا قادة دي اتابن الدليلش بنا that's what problem. По словам министра автомобильных дорог Абубакара Тумхаджиева, в ближайшее время начнется строительство временного моста. Седа Сапарова, Булат Баканаев, Денис Хавхаров и Тимур Хайдаров. Новости. Накануне на Центральной площади состоялся самый массовый ифтар в истории региона. Здесь собрались тысячи жителей. Со всех уголков республики приехали и гости из соседних регионов. В мечети сердца Чечни были выставлены реликвии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Также прошедшую ночь сотни мусульман провели в богослужении, прося у Всевышнего прощения грехов. Обо всем по порядку Магомед Ламаркаев. Еще до начала запланированных религиозных мероприятий в ночь Лайлатуль-Кадр каждую минуту верующие старались проводить в богослужении. Кто-то про себя читал салаваты, другие совершали зикр. Уже после вечернего намаза и грандиозного народного разговения мусульмане республики, а также гости из других регионов страны устремляются внутрь мечети сердца Чечни. Число желающих принять участие в богослужении громадно. В ночь могущества и предопределения для жителей республики на обозрение были выставлены реликвии эвлияев, шейхов и, что особенно важно, были выставлены еще и волосы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а также его меч, чаши и след от ноги. هو زمان شخص أنا هو أزياء خنشخينا تغن سن أدم خز أردل دقي ديش خزيش أردل أدم سون جين داس عن زمان شاه هو أدمس ليرن بوجوي بتشاو ديل ريز وين بتشان خلال الأردسون ديل وين بوسبنا مسلو دينك ديوش ديون سين خوش بار ما دعدش وربيس أحسن شيخ دقا وصدار أقدقنا بأقهم شنتقات غاش سأقدر بخاستم الله غدن دعوال نسهين تأثر دقنا بولش ستوش أقشو بعثت ما سجرجر بشه أقبر نقصدي برقة أوشقت صنديدس خلال رمزان كدير Мы сегодня собрались здесь Лайлатуль-Кадр отмечать. Я приехал специально из Нижнего Новгорода. Здесь увидел самый красивый прием, очень прекрасно, люди все довольны. И открыто такой ифтар сделан. От этого ифтара действительно можно до следующего года вспоминать. И буду все время ездить сюда. Сейчас мне 82, иншаллах, я буду еще лет 40 ездить, чтобы отмечать этот праздник. Наступило время ночного намаза. После него мусульмане, как и принято в месяц священного поста Рамадан, совершили 4 намаза таравих. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Затем каждый желающий с более близкого расстояния мог рассмотреть предметы, которыми когда-то пользовались святые в исламе люди. وين بتشع رمضان دير خلال ويد دير يعمل دوير ويقول ريسبوبليك خاطر شلون بدي أحيك شلون وهن وين وماجد قد أحيك وشوفين مص وسكن دائما لا شو مصر دير خير لين حق بيسنا إرشق وامي قردش مهتجور متان صراحة خز مارخ دعسيتر از دريجي ويبتشان بركة تو دريجي
قشحي حديان دور علامة دخم غيرش خوز جنر سيورتر هوا نوسو أخيني ويل هر سي هر وديل يلش أنسارش قدون دخم دكتان دون وبوصل ناخش تخز غوش قيات ونجو سمو دور قصدون. Время час ночи, а верующие снова становятся на намаз. Богословы отмечают, что совершение актов поклонения Всевышнему в Лейлятуль-Кадр несет в себе огромные достоинства. И эта ночь лучше 1000 месяцев. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тому, кто проведет ее в молитве с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Аллаху Акбар. Точное время наступления ночи предопределения никто не знает, но известно, что она приходится на одну из 10 последних ночей месяца Рамадан. Известно, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в эти ночи был особенно усердным в служении Всевышнему. قيورلوش بيسن خلال شانس يوقف يقال ستين خلالنا مثلا عربي مكة منكر مكة قيورلوش بيسن قش يا سارس اشتجيني الحدوى وش عادة بيسن يز بيسن يولديل تغن وين مكة أرى وين بتشوا وبيسن حرمة أنا ديل ضحى قي إزر استجي سحلمتي وهاوش المارد استجنا إذا بيركت الحمد لله وين دال غاس تنبوك. Молитвы и дуа продолжались до раннего утра. Мусульмане стали расходиться только после совершения намаза фаджр. Религиозные обряды, приуроченные ночи Лейлятуль-Кадр, стали продолжением народного ифтара, который был организован по инициативе главы республики. В нем приняли участие 1000 мусульман из разных регионов России. Магомед Ламаркаев, Мансур Сааев и Зелим Закаев. Новости. В селении Алхазурово завершено строительство моста, который соединяет несколько районов Чеченской Республики. На торжественное открытие объекта собрались руководство района, богословы и жители села. Старый мост был полностью разрушен из-за подъема уровня воды в результате прошедших ливней. В строительных работах были задействованы 2 бригады из 24 человек, которые в течение 2 недель соорудили конструкцию длиной в 16 метров и шириной в 12 метров. Учитывая важность переправы, работы велись в 2 смены и были завершены в кратчайший срок. Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Хаджи Кадырова может украсить 200-рублевую купюру, которая будет выпущена в следующем году. В 2017-м Центробанк выпустит деньги номиналом 200 и 2000 рублей. Дизайн будут выбирать, исходя из общественного мнения. На сайте твояроссия.рф проводится голосование, где каждый желающий может выбрать город, который хочет видеть на российской валюте. Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм также призвал поддержать кандидатуру Грозного. Он отметил, что было бы особенно символично украсить купюру номиналом 2000 рублей Дербентом, который в прошлом году отпраздновал свое 2000-летие, а 200-рублевую купюру изображением столицы Чечни, которая отпразднует 200-летие в 2018 году. Для меня это было бы гордостью. Я считаю, что обязательно наша мечеть все-таки должна рисоваться этой купюрой. Обязательно. Я считаю, что Грозный – это самый спокойный город по России, наверное, даже по Украине или вообще по странам СНГ. Потому что тут можно спокойно рассказывать и ни о чем не бояться. Да? Насчет купюры, на самом деле будет очень круто. Думаю, будет самая красивая купюра. Считанные дни остаются до одного из главных праздников мусульман – Ид-уль-Фитр. Праздничная суета уже охватила рынки и магазины региона. Между тем, бойкая торговля становится причиной того, что некоторые продавцы завышают цены. На какие продукты поднялись цены и в какую сумму обойдется праздничный стол, подсчитала Розана Самаева. До наступления самого главного мусульманского праздника Ид-уль-Фитр остались считанные дни. Жители спешат подготовиться к нему как следует. В поисках продуктов для праздничного стола женщины отправляются на рынки и в магазины, где в эти дни буквально не подступиться. Закупаемся. А что вы покупаете? Что вы покупаете? Мясное, овощи, фрукты.
Ну, естественно, кондитерская. Здесь можно найти огромный выбор как местных, так и импортных продуктов. Цены на последние, как оказалось, повысились. Связано это с ростом стоимости доллара, говорят здесь. Большинство вот импортные берет они. Красивый на стол, чтобы ставить, чтобы лучше видно было, чтобы красивый был, чтобы приятно было для людей. Подорожались почти 20-30 рублей, вот так дороже, чем в прошлом году. Малика Шамсудова уже успела закупить продукты к празднику. Повысившиеся цены женщину крайне не устраивают. Однако выхода не остается. Покупать их все же приходится, жалуется она. Ведь столы должны быть накрыты соответственно празднику, добавляет женщина. Повышение цен не коснулось картофеля с луком. Более того, наблюдается их значительное снижение за последний период. Связано это с хорошим урожаем в этом году. Подорожание не сказалось и на многих видах напитков. Малый бой был 35-30 картофеля. Повезло в этот сезон любителям томатов. Цены на них также снизились. Таким образом, при подготовке к празднику Идуль-Фитр жителям нашей республики придется раскошелиться при покупке говядины, мяса курицы, фруктов и кондитерских изделий. Розана Цамаева, Адам Дайни, Алла Шаздамиров. Новости. Пока одни закупаются на рынках и в магазинах, другие предпочитают отовариваться на ярмарках. Одна из таких состоялась в Грозном. Жители республики смогли приобрести экологически чистые продукты местного производителя, от мясной продукции до сладостей, по самым низким ценам. Организатором ярмарки выступило Министерство сельского хозяйства региона. Репортаж Тинатин Музашвили. Капуста по 15 рублей, картошка по 10, мясо по 250. Буквально за считанные часы местным производителям удалось распродать практически всю свою продукцию. На площадке перед Министерством сельского хозяйства прошла ежегодная ярмарка. Торговля началась с раннего утра. Представители фермерских хозяйств, малые и крупные предприниматели приехали сюда со всех районов республики. Кроме овощей и фруктов, здесь представили широкий ассортимент напитков, сладостей, колбасных и хлебобулочных изделий. На данной ярмарке мы заранее предупредили наших сельхозтоваропроизводителей, Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, пищевую и перерабатывающую промышленность, представленную в нашей республике, для участия в данной ярмарке. По нашим наблюдениям, результатам проводимой ярмарки, большинство населения осталось довольным. Ярмарка, организованная Министерством сельского хозяйства, по традиции проходит уже третий год в преддверии окончания месяца Рамадан. В эти дни жители усердно готовятся к празднику, закупаясь на рынках и магазинах. Такая существенная разница в цене – большое подспорье, отмечают хозяйки. Здесь очень выгодно. Мясо по 250, помидоры по 40. Вот и мы покупаем. Спасибо ярмарке Ланчунбарков, Дим майор Хиларуктух. Каждый раз хильчдик деркар метк. Хондок колоно мехях ю свежий ю дик ю ещан шей борщ болниц цанда йок. В сегодняшней ярмарке приняли участие более 40 производителей. По их словам, вся представленная продукция экологически чистая и отличается высоким качеством. Созданные условия торговли выгодны не только для покупателей, но и для самих продавцов, ведь им не приходится платить арендную плату. Для нас очень выгодно, как для производителей, вот на таких площадках продавать продукцию, тем более, что мы ее продаем в священный месяц Рамадан для жителей города. Продукция свежая по оптовым ценам, покупатели довольны. Практически в течение часа продали почти все, что привезли. В следующем году организаторы собираются привлечь еще больше поставщиков и расширить ассортимент товаров. Кроме того, следующую ярмарку планируют продлить на несколько дней. Тинатин Музашвили, Адам Чекуев, Дани Хавхаров. Новости. Священный месяц Рамадан объединяет всех мусульман, укрепляет дружеские связи. Те, кто соблюдал пост в эти дни, воздерживался от еды и питья ради довольства и милости Всевышнего, непременно будет вознагражден. Именно поэтому вечернее разговение становится двойным праздником. Как проходит ифтар в регионе, расскажем в следующем сюжете. С наступлением священного месяца Рамадан, помимо соблюдения обязательного поста, верующие все больше времени стараются проводить в служении Всевышнему, усердствуя в молитвах, чтении Корана и в посещении мечетей.
Ифтар, организуемый региональным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова во всех крупных мечетях республики, уже стал доброй традицией. Сами верующие к такой благотворительной акции относятся с большим одобрением. Пища самая разная. Главное блюдо ужина – плов. Помимо него верующие могут угоститься разными фруктами и напитками. Удобно расположившись перед импровизированным столом, взрослые и дети проводят время, разговаривая о религии. Принять участие в разговении может каждый желающий. В мечетях Чечни можно встретить людей разных возрастов, профессий и национальностей. Общественный порядок, глава республики Рамзан Ахматович Кадыровна Баркалба, идеал облса дуэцер визинде вхсар тоздах почтоса мусма хуза дик доктор стапал беш арад дада бахкин шела мышты даба тот кайла мышты низа подразделение дадуахстук на дальнейшее продолжение службы. Центральная мечеть имени Баталхаджи Белхароева в Ачхой-Мартане также с начала священного месяца Рамадан каждый вечер принимает десятки прихожан на ифтар. Верующие стараются накормить как можно больше постящихся. هرشة دو شهو شرح أوي باتش هو إيش ديل غنغي تمسا مرض وحسيش ديل شيء ده هايش دوال مقوز على بيتش أيلا مش نعدوش وين خز دوقة تانساجي مرض حسيش تون خلش بالميل جو يال جو يشو ديل شيء ده دول ديل ميل دول. После ифтара мусульмане расходятся, чтобы отдохнуть и вновь вернуться в мечеть для совершения ночного намаза таравих. При уходе каждый желающий может взять с собой бутылку воды из-под чаши пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Магомед Ламаркаев, Булат Баканаев и Зелим Закаев. Новости. Президент Федерации кикбоксинга Чеченской Республики Мухаммад Эмин Ахмадов встретился со спортсменами, которые выступили на прошедшем Гран-при Калхете в Грузии. В рамках этого турнира Якуб Барсанукаев в четвертьфинале одолел хозяина ринга Давида Чахарозия и тем самым пробился в полуфинал, где ему предстоит встретиться с греческим бойцом. Также свой первый профессиональный поединок победой завершил и Асадулла Насипов, которому противостоял местный боец Сандра Натрашвили. Мухаммад Эмин Ахмадов поблагодарил спортсменов за успешное выступление и отметил, что несмотря на то, что кикбоксерский клуб Ахмада был создан совсем недавно, его воспитанники добиваются значительных результатов на мировых аренах. Также руководство Федерации обозначило план развития на ближайшее время. Глава нашей республики Рамзан Ахмадович дал поручение президенту Федерации кикбоксинга Чеченской Республики, чтобы наш кикбоксинг вышел на новый уровень, и мы этому стремимся. Да, мы будем первыми в мире кикбоксинга. А на этом все. Спасибо за внимание и хороших новостей.